Слушатели нашего вебинара, сегодня мы продолжаем пополнение нашей копилки к вебинару «Помощь воспитателю». Тема сегодняшнего нашего вебинара – применение спортивного инвентаря и нетрадиционного оборудования для коррекции двигательных нарушений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И будет такая рассмотрена узкая тема, как подготовка руки дошкольника к письму. Почему эта тема является очень важной? Потому что часто у детей, у здоровых детей даже это может быть, у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата может случиться пищий спазм руки. Что это такое? Пищий спазм – это нарушение письма, которое связано с неожиданным напряжением мышц пальцев, кисти, предплечья, плеча, с напряжением всех мышц руки. Что же нужно делать для того, чтобы, вот если случился пищий спазм, что нужно сделать для того, чтобы убрать это состояние? Надо ребенка отвлечь. Отвлечь как? Вот загляни сегодня, посмотри в окошко. Сегодня идет снег, значит, скоро зима. А зимой бывает часто, что мерзнут руки. А что нужно сделать для того, чтобы согреть руки? Конечно, ребенок вам скажет, нужно их погладить, нужно потереть, нужно согреть, можно согреть теплым дыханием. А знаете, как сделать теплое дыхание? Нужно набрать воздух через нос и широко открытым ртом подуть на руки. Еще можно потрясти руку, встряхнуть ее. Вот такие приемы устранения пищевого спазма. А что же нужно делать для того, чтобы не случился пищевой спазм у ребенка? Вот сегодня мы с вами и разберем этот вопрос. Вопрос этот еще важным является почему? Потому что если у ребенка, рука ребенка не подготовлена к письму, то могут быть и психологические проблемы. Я знаю случаи, что ребенок, который очень с трудом писал, очень тяжело ему давалось это движение, в конце концов он сказал, я в школу ходить не буду. А почему? Да потому что я не успеваю диктант писать. Учительница все говорит, быстро, быстро пишите, быстрее пишите, а я не успеваю. И мне ставят за это двойку. Меня за это ругают. Я не пойду в школу. Так вот, задача педагогов и родителей сделать все, чтобы такого не было, чтобы ребенок был подготовлен к письму. Это ведь не только, чтобы он знал буквы, умел читать, а это то, как ребенок подготовлен к этой деятельности, как готова его рука. Давайте разберем вопрос о манипулятивной функции руки. Давайте похвалим свои руки. Свои руки надо любить. Давайте их погладим. Что за чудо-чудеса? Раз рука и два рука. Погладили свои руки. Вот ладошка левая, а вот ладошка правая. И скажу вам не тая, руки нам нужны, друзья. Для чего они нам нужны? С помощью рук может выполняться множество действий, основными из которых является возможность захватывать, удерживать, выпускать, перекладывать предметы, указывать на предметы. Вот манипулятивная функция руки. Взрослых, конечно же, волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как подготовить его к школе. Ученые считают, что для успешного овладения письмом необходима координация движений, пространственные представления и чувство ритма. У детей, поступающих в первый класс, еще недостаточно развиты мышцы кисти руки, координация движений пальцев, предплечья и плеча. Поэтому задачей педагогов и родителей в дошкольном возрасте является не обучение письму, а подготовка к этой деятельности.
Развитию движения руки нужно уделять особое внимание уже с первых месяцев жизни ребенка. Как идет развитие движения руки? Вспомните маленького ребенка. Он сначала поднимает руку. Он лежал сначала, руки у него просто лежали. Он поднимает руку, рассматривает его. Потом он учится хватать игрушки, брать маму, удерживать за руку маму. Вспомните игры, которые играли с малышами. Ладушки, сорока белобока. Вот это все развитие движения руки. И перед школой важно развивать у детей те движения руки, на основе которых затем формируются навыки самообслуживания, игры, учебная и трудовая деятельность. При обучении различным движениям рук и действиям с предметами не нужно спешить. Помните, что ребенок, особенно с церебральной патологией, он все делает медленно, он все делает тихо. Поэтому не надо торопить его. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить ребенку выполнить это движение самостоятельно. При необходимости помогать и корректировать. Работать рука в руке. Если ребенок недостаточно четко выполняет задание, не совсем правильно или не может его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение. Надо повторять несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрение при неудачах, поощрение за малейший успех, неназойливая помощь помогут добиться настоящего успеха. Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно и свободно их выполнять. В подготовке детей к обучению письму велика роль физических упражнений с предметами, которые проводятся в игровой форме. У нас вся работа направлена на то, чтобы играть, чтобы грань между лечением и игрой была стерта, чтобы, играя, ребенок не замечал, что он лечится. Итак, какой спортивный инвентарь используется для укрепления моторики руки? Гимнастическая палка, массажные мячики, мячи разных размеров, мячик на резинке, массажные кольца, ленты, скакалки. Ведь палочка и мяч и скакалка – это предметы, которыми пользовались в играх дети разных народов, разных поколений. Я вот свое детство помню, что наше дворовое детство, мы все время ведь гуляли во дворе. У нас у каждой девчонки во дворе был мячик. У каждой был мячик. И мы выходили во двор, у нас был дом пятиэтажный, а первый этаж был высоко. И вот расстояние между землей и первым этажом было, стена была заштукатурена, и мы играли там в мячик. Каких только мы движений не делали. Мы бросали мячи, ловили, бросали их из-за спины, из-за головы, поднимали ногу, бросали, ловили с хлопками, с поворотами. Поэтому вот какой-то такой проблемы с координацией движения рук не было. Было дворовое детство, а теперь дети лишены часто дворового детства. Они сидят в домах, каждый со своим телефоном, больше времени проводит. Возьмите за привычку давать детям задание пощупать, погладить, пощипать каждый предмет для совершенствования тактильных ощущений и укрепления мышц кисти. Каждый предмет, с которым вы делаете упражнения, дайте ребенку пощупать. Даже дети любят иногда и понюхать, если это какой-нибудь природный материал, шишка, они сначала понюхают его и скажут: лесом пахнет. В процессе игровых занятий с предметами дошкольники закрепляют не только знания о материале, из которых они сделаны, дерево это, пластик или резина, оценивают их по размеру, оценивают по цвету, по весу, оценивают действия, которые с ними можно выполнять. Например, перекладывать, наматывать, бросать, удерживать, складывать, вращать. Таким образом формируется словарный
запас дошкольника. Выполнение заданий под счет или рифмовку способствует развитию чувства ритма, что является важным при подготовке овладения письмом. Какие нетрадиционные оборудования используются для подготовки руки дошкольника к письму? Это и воздушные шарики, это листы бумаги, природный материал, шишки, камни, маленькие платочки. И я расскажу вам о таком мини-тренажере, как Kinder-помощник. Важно перед школой проверить, может ли ребенок, особенно ребенок с патологией, с церебральной патологией, изолированно двигать правой рукой, если он правша, или левой, если он левша. Все остальные части тела должны находиться в полном покое. Может ли ребенок поднять руку вверх и опустить, согнуть его в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые вращения в плечевом суставе в одну и в другую сторону, повернуть кисть вверх, положение супинации, и опустить кисть вниз, положение пронации, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать их. Это необходимо для того, чтобы выявить, есть ли содружественные движения, которые мешают развитию точности движения. Если вот, например, бывают содружественные движения, если ребенок пишет, делает упражнение одной рукой, то он может, другая рука непроизвольно может делать те же самые движения, что это мешает развитию движений. Значит, вам надо сесть рядом с ребенком, если ребенок начинает писать или выводить буквы. Пораженную руку, например, рука, которая выполняет такие вот содружественные движения, положить на нее свою руку, чтобы она лежала в покое. Итак, начнем. Гимнастическая палка. Длина примерно около 40 сантиметров. У меня, к сожалению, нету такой палки. Вот я взяла тоненькую палку. Сейчас мы разберем некоторые упражнения, которые можно сделать с гимнастической палкой. Погладим ее, пощупаем. Из дерева она сделана, гимнастическая палка. Следующее упражнение. Это упражнение пироги. Кстати, речевое сопровождение этого упражнения придумала девочка с ДЦП, которая ходила в наш садик и успешно учится в школе. В исходном положении, сидя на стуле, мы прокатываем палку руками по поверхности бедра. Проговариваем в это время. Сейчас я на стол положу, как будто на свои ноги. Мы катаем тесто, будем стряпать пирожки, пончики, плюшки и вкусные ватрушки. И такое удовольствие ребенку доставляло, когда мы это упражнение выполняли, она с такой гордостью говорила: это четверостишие сочинила я. И вот так вот это четверостишие так и живет в обиходе при выполнении наших упражнений. Что здесь происходит? Тут происходит массаж ладоней, движение в локтевом суставе, массаж поверхности бедра. Или упражнение пропеллер. Палочка в одной руке, хватом за середину. Рука или вперед, или можно поднять вверх. Другая рука внизу или на поясе. Что здесь у нас работает? Если ребенку с ДЦП трудно сделать вот это движение, значит, взрослый должен держать за руку ребенка, за предплечье, чтобы он вывернул ее, чтобы он ее установил в положение супинации. Я пропеллер раскручу, над землей полетать хочу, посмотреть на все на свете, на такой большой планете. Укрепление мышц кисти, движение в плечевом суставе, в лучезапястном суставе, устранение пронаторной установки руки. Упражнение поднимаемся по канату. Палочку мы располагаем вот так вертикально и захватываем ее. Что здесь важно? Чтобы ребенок открыл свою кисть, чтобы было большое движение кисти и большой палец в отведенном положении. Большой палец смотрел вверх. Захватили раз палочку, другую руку открыли, захватили два палочку. И так работаем. Поднимаемся как по канату, снизу вверх.
Что здесь? Укрепление мышц пальцев руки, кисти, предплечья, развитие хватательной функции руки, улучшение движения в плечевом суставе. Если палочка длинная, вот, поднимаемся высоко. Мы делали еще пироги, постряпали, плюшечки, ватрушечки, а потом давайте отнесем пироги в гости к подружке. На каком же этаже у нас живет подружка? Считаем этажи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6-й этаж мы поднялись и принесли подружке плюшечки, которые мы постряпали. Мяч. Игра с мячом развивает крупные и мелкие мышцы рук, увеличивает подвижность. Подвижность всей руки, пальцев способствует развитию координации, ловкости, согласованности движений. Кроме того, это замечательная подготовка руки дошкольника к письму. В реабилитации детей с церебральной патологией используются различные мячи. Могут использоваться большие, маленькие, резиновые, пластмассовые, круглые и овальные. Вот такие вот овальные мячики есть. Есть мячики, сшитые из ткани, гладкие и массажные, яркие мячики, ортопедические мячики, подвесные мячики на резинке. Мягкий овальный мячик можно сжимать, укрепляя мышцы кистей. Давим на него всей кистью. Работают все мышцы кисти. Можно перекладывать из руки в руку. Можно подбрасывать. Упражнений можно сделать большое количество. Итак, давайте посмотрим, разберем несколько игр. Игра «Не потеряй мяч». Движения выполняются стоя или сидя на полу. Мяч в правой руке или в левой руке. Поднять руки вперед или через стороны вверх. Переложить мяч в другую руку и произнести 1. При этом можно надавливать на мяч, перенести мяч, переложить в другую руку, произнести 2. И так можно движение сделать от 1 до 10. Игра «Не потеряй мяч». Движения выполняются стоя или сидя на полу. Так, эту игру мы уже разобрали. Следующая игра. Дети с поражением головного мозга, с церебральным параличом, часто боятся резиновых, пластмассовых мячей, потому что они тяжелые. Им легче сделать упражнения с мягкими мячами. Поэтому родители в группах очень много шьют мячей разной величины. Мячей, которые набиты или поролоном, или нетканым материалом, или каким-нибудь наполнителем из круп. Для того, из крупы он тоже такой тяжелый получается. Лучше всего нетканка или поролон. Игра «Ловля мячей». Для игры нужны мягкие мячики. Эта игра тренирует не только меткость, ловкость, но и координацию движений, укрепляет мышцы рук, увеличивает подвижность суставов рук. Среди играющих выбирают пастухов, а остальные – олени. Олени становятся внутри очерченного круга, а пастухи за кругом друг против друга. По сигналу ведущего пастухи бросают мячики в оленей. Сколько оленей? Суть в том, что если пастух попал в ребенка, значит, он поймал оленя. После 4 повторений считают, сколько же оленей поймал каждый пастух. Эта игра проводится с мягкими мячиками. Как мы уяснили, что мягкие мячи дети не боятся. Использование массажного мячика. Вот массажный мячик. Вот они бывают большие, бывают маленькие, бывают всякого разноцветные, вот синий, красный. Массажный мячик, он способствует совершенствованию тактильных ощущений, укрепляет мышцы пальцев рук и кистей. Массажный мяч диаметром 6-8 см, он легко помещается в руке. Сначала давайте поздороваемся с мячиком.
Погладим его то одной, то другой рукой. Погладим. Здравствуй, мячик, ты хороший. Другой рукой погладили. Поиграй со мной тоже. Движения выполняются самые различные. Сжимание, перекладывание, прокатывание, поглаживание, щупание, захватывание пальцами за колючки. Пощупать можно всей кистью, сжимать всей кистью, а можно сжимать двумя пальчиками, указательным или большим. Большим и средним пальцем, большим и безымянным пальцем, большим и мизинцем. И каждое движение, оно укрепляет мышцы пальчиков. Вот давайте сделаем упражнение колобок. Перекладываю мячик из руки в руку, сжимая его. Жили-были бабка с деткой на полянке у реки. И любили очень-очень бабка с деткой колобки. Хоть у бабки мало силы, бабка тесто замесила. Замешиваем тесто, скатываем его в колобочек и сжимаем. Ну а бабушкина внучка колобок катала в ручках. Пальцы могут располагаться вверх, могут вперед, а можно покатать одной рукой по другой на ладони. Раскатывала бабушкина внучка тесто в ручках. Погладили мячик, получился ровный, гладкий, не соленый и не сладкий. А теперь прокручиваем мячик. Мышка рядом пробегала, колобочек увидала, поработали глазками. Ой, как пахнет колобочек. Давайте понюхаем, как он пахнет. Сделаем вдох глубокий через нос. Ротик у нас закрыт. Как пахнет колобочек. Еще раз понюхаем его, вдох через нос. Дадим мышке кусочек. С удовольствием угостим мышку кусочком колобка. Захватываем мячик за колючки двумя пальчиками, большим и указательным. Можно большим и средним пальчиком. Угощаем нашу мышку колобочком. Массажное кольцо применяется для выполнения упражнений. Массажное кольцо, есть такие кольца массажные, мы называли их массажные кольца, покупали их в фикс-прайсе в магазине игрушки для животных. Оно то же самое используется для того, чтобы пощупать. Его можно растянуть, его можно скрутить, его можно свернуть, а его можно и превратить в руль и поиграть в машину. Я водитель. А потом массажное кольцо можно положить на голову. Ну-ка, сядьте все красиво, проверьте осанку свою. Я колечко растяну, я колечко поверну, а потом я с ним пройдусь, красивой осанкой похвалюсь. Прошли с красивой осанкой, с колечком на голове. Следующий спортивный инвентарь. Инвентарь вот такой вот. Лента. Используется лента примерно длиной где-то около метра, 100 сантиметров. Ленты могут быть разноцветными. Попросите родителей принести ленту, и будет целый набор лент у вас в группе. Игра «Волшебное превращение». Исходное положение стоя, ноги врозь. Лента складывается пополам. Диктуем детям такое движение. Возьми ленту за концы. Соедини кончики ленты. Вот мы сложили ленту пополам. Берем за серединку ленты и производим движение согнутой рукой. Вращаем ленту. У нас работает и локтевой сустав, и кисть. Одной рукой покрутили, другой рукой покрутили. Я ленточку кручу, превратить ее хочу. А во что? Не скажу. Лучше это покажу. С окончанием этих слов надо присесть и на полу выложить любую фигуру. Что из ленты можно выложить? Можно выложить квадрат, треугольник,
овал, круг. Кто-то представит, что это яблоко, а один мальчик у меня выложил. И вот надо было определить, что же он такое выложил. Ну, никак не могла понять, что же такое он выложил. Что такое, Семен, у тебя? Да это же валенок. Ребенок выложил на полу из ленты валенок, форму валенка. Следующее упражнение с лентой. Игра «Салют». Дети ее очень любят. Разноцветные ленты тут необходимы. Повторяя проделанные движения и произнося слова, мы превращаем ленту в салют. Я ленточку кручу, превратить ее хочу. Другую руку взяли, а во что не скажу. Лучше это покажу. Берем ленточку за один конец и собираем ее в ладошки. Собираем в комочек. Превращаем нашу ленту в салют. Салют можно устроить в честь любого дня. Вот сейчас был праздник, День Отца, мамин праздник. А самый главный праздник – это День Победы, когда у нас запускают очень много салютов в честь праздника Победы. Подбрасываем нашу ленту вверх, и у нас получается замечательный салют. Или игра «Змейка». Исходное положение стоя. Ленту держать в одной руке, за один конец перед собой, а другой конец на полу лежит. Быстрыми движениями кисти вправо-влево производятся колебательные движения. Можно делать со скакалкой, но мы эти упражнения делаем с лентой, потому что скакалка, она как бы небезопасна, и ручкой скакалки можно ударить друг друга. Произносим слова. Змейка шуршит, ползет, извивается. Змейка меня догнать старается. Змейка, она и так похожа на ленту. Она скользит, как лента. Следующий мяч на резинке. Вот тут на фотографии изображены, есть показаны мячи. Мячи прикреплены к гимнастической стенке. Очень эффективное упражнение можно сделать с таким мячом. Есть мячи специальные, фабричные, а дома сделать такой мяч можно положить обычный мяч в какую-нибудь сетку, привязать резинку, и получается такой же мяч, как фабричный. Ну, почти как фабричный. Ой, извиняюсь. Мячом можно играть в группе и дома, но для игры в мяч необходимо пространство. Мяч ведь может отскочить, укатиться, а вот игра с таким мячом на резинке, она ограничена в пространстве. Для этого можно использовать, прикрепить мяч, например, на дверной проем на косяке или привязать к гимнастической стенке. С чего надо начинать работу с мячом на резинке? Конечно, научить ребенка правильно держать мячик. Вот посмотрите, мальчик здесь, он научен мяч держать правильно. Мячик держится с боков, пальцы разведены, большой палец отведен, чтобы ребенок раскрыл свою ладонь. Надавливать кистями на мяч, чтобы почувствовать форму мяча. Бросать мяч можно различными способами. Из-за головы, снизу или от груди. Мяч можно отбивать кулачками, можно отбивать ладошками от ладошки к ладошке. Отойти с мячом назад, отпустить его и попытаться поймать. В процессе игры дети сами придумывают различные упражнения с мячом. Тренажер «Киндер-помощник». Это мое придуманное вот такой тренажер «Киндер-помощник». Из чего он сделан? Фломастер или карандаш, контейнер, которых дома у всех очень много. В крышке контейнера сделать горячим гвоздем дырочку, засунуть туда шнур или ленту, завязать узлы, чтобы не выскочила ленточка.
и шнур, ну, длиной тут 30 сантиметров. Какие же упражнения можно сделать с помощью киндер-тренажера? Руки согнуты перед собой. Можно за столом делать. Локти положили на стол. Держим фломастер двумя пальчиками и наматываем. Наматываем. Произнесите это слово, чтобы ребенок запомнил, что мы наматываем. Вот работают у нас пальчики, координация рук. Наматываем шнур на фломастер. Разматываем шнур. Наматываем. Пальчики у нас работают. И разматываем. Теперь следующее упражнение можно сделать. Держим фломастер в одной руке вертикально. И вот в таком положении намотать и размотать. Трудно так. Трудное упражнение. Это надо еще уловить момент движения контейнера. Следующее упражнение. Держим фломастер горизонтально. Шнур размотан. Вот одной рукой держим фломастер, а другой наматываем. Словно мы наматываем нитку на клубок. Очень сложное упражнение. Тут координация должна быть. Одной рукой держим, другой наматываем. Какие еще упражнения можно делать с помощью такого киндер-тренажера? Можно пощелкать большим и указательным пальцем, большим и средним пальцем. Можно подавить на киндер-контейнер, словно выдавливаем сок из апельсина. Можно спрятать за спиной, ну это отдельно уже этот контейнер можно спрятать за спиной. И педагог ищет, в какой руке ребенок спрятал. Вот такой вот киндер-тренажер. Такие киндер-тренажеры с успехом могут сделать родители, сделать даже авторский такой тренажер. Дети выбирают сами себе или фломастер определенного цвета, или ленточку определенного цвета, а на контейнере можно нарисовать веселую мордочку. Так, следующий у нас лист бумаги. Лист бумаги у всех есть. Можно использовать газетный лист, не обязательно лист чистый. Что с ним можно, с этим листом делать? Гладить, помять, можно сложить, порвать, скрутить, перелистывать. Сейчас мы с вами поиграем в игру шур-шур. Шур-шур, шур-шур, бумагу ворошу. Держим одной рукой. Пошуршали. Детки, послушайте, как шуршит бумага. Шур-шур, шур-шур, пошуршали одной рукой, пошуршали другой рукой. Шур-шур, шур-шур. А теперь давайте подключим совершенно другой звук. Одной рукой и другой рукой. А теперь положите на стол и погладьте. Послушайте, какой шур-шур получается. А потом этот листок можно сложить. Сложить пополам, соединить уголочек с уголочком. А можно его смять и спрятать в кулачке. Сильно-сильно сжали комочек из бумаги. А потом разгладить листок бумаги, развернуть его. Посмотрите, сколько движений полезных для кисти руки можно сделать. А теперь давайте снова хлопаем. Звук изменился. А почему звук изменился? Детки дадут ответ, что сначала листок был гладкий, а потом он стал мятый, мягкий, и поэтому звук изменился. А теперь этими комочками из бумаги можно друг друга покидать, как будто играем в снежки. А теперь еще давайте в одну игру поиграем. Совместная игра «Швейная машина». Очень хорошо развивает координацию движения руки. Так, сели. Представьте себе старинную швейную машину, где надо крутить одной рукой колесо. А другую руку мы превращаем в иголочку большую. Указательный палец у нас – это иголочка.
Сейчас мы с вами для девочек сошьем бальное платье. Рука крутит, одна рука крутит колесо, а другая в это время тук-тук-тук-тук-тук иголочка, тук-тук-тук-тук-тук-тук иголочка. Попробуйте с детками сделать одной рукой и другой рукой. Попробуйте сделать такое упражнение. Сначала шейте бальное платье для девочки, а потом праздничную рубашку для мальчика. Сначала, конечно, не получится, и у взрослых не получается, но со временем, когда делаете это упражнение, обучаются детки этим движениям. Вот упражнение можно сделать с таким воздушным шариком. Длинные воздушные шарики, которые называются шарики для моделирования. Они используются, различные фигуры делают из этих шариков. Очень любят детки из этого шарика делать упражнение сосиска. Закрутили, двумя руками держим, закрутили, и вот у нас получилась сосиска. Смешно, смеются от удовольствия. Можно сделать вторую сосиску. Вот у нас 2 сосиски получилось. Удерживаем эти сосиски, скручиваем шарик. Вот у нас сколько много сосисок получилось. Но запомните, что сильно этот шарик надувать не надо, чтобы он не лопнул. Такая интересная игра. Сосиска называется. Дети ведь очень любят сосиски. Не знаю ребенка, который не любит сосиски. Это упражнение укрепляет мышцы кистей, координирует движения, ну, творчество, фантазия. Может, еще на что-нибудь это похоже. А можно сделать ушки заячьи. Вот заячьи ушки. Фантазия, развивается фантазия. Иногда движение в рук сопровождается повышением тонуса. Я уже говорила, что возникает пищий спазм. Спазмы в кистях, спазмы пальчиков, спазмы мышц предплечья, плеча. Что же необходимо сделать для того, чтобы расслабить руку ребенка? Мы уже говорили о том, что погладить, отвлечь ребенка, погладить. А можно подойти и просто помочь ребенку, потрясти рукой ребенка, стряхнем воду с кистей, или прополощем белье, или погладим кошку. Или сделаем упражнение пугало. Руки опустили вниз и размахиваем руками. Но только сначала объясните детям, что такое пугало. Дети не все знают, что такое пугало. Чучело знают, а пугало нет. Размахивая прямыми руками, приговариваем: в огороде пугало рукавами машет, в огороде пугало разгоняет пташек. И расслабили руку ребенка. И еще хочу вот несколько такой благодатный материал рассказать вам. Крышки от пластиковых банок, от бутылочек. Вот крышечки от детского питания. Давайте детям задание. Вот эти крышечки, посадите ребенка за стол и перекладывайте. Много крышечек положите перед ним, и пусть он перекладывает эти крышечки. Особенно ребенок с патологией головного мозга, дети с поражением рук, с гемипарезом. Захватывает всей кистью, перекладывает. Сначала пусть захватывает всей кистью. Положил, захватил, переложил. Вот 10 движений сделал таких. Потом 10 движений сделал, захватив крышечку пальчиками, 2 пальчиками. Захватил 2 пальчиками и переложил. Захватил 2 пальчиками, 10 крышечек положили перед ними и переложил. Можно даже такой тест провести. Взять секундомер и засечь время. За какое время ребенок переложит эту крышечку с одного места в другое. А потом в конце года для себя снова сделать такой тест и посмотреть. Я уверена, что если вы много даете таких заданий, что выполнение этого упражнения время улучшится, будет меньше затрачено время. Делайте это упражнение и правой рукой, и пораженной рукой, и здоровой, и правой, и левой рукой. И вы увидите. Пусть это будет небольшой сдвиг,
но это будет уже успех. Ну вот, на этом все. Копилка наших знаний пополнилась. Я всем желаю здоровья, творческого отношения к своей работе. Любите деток, занимайтесь с ними. Это такой благодатный материал, особенно детки, которые с такими серьезными заболеваниями, как поражение головного мозга. Пусть маленький успех, но радуйтесь ему. Рядом еще.